Уважаемые участники судебного заседания, мы выслушали позиции сторон, пояснения представителей государственных органов, привлеченных по данному делу в качестве третьих лиц. На этом исследование материалов дела по делу Даут-Алиевой Аллы Аликовны считается оконченным. В связи с этим предоставляется право заключительной речи. Уважаемый Султаналиев Марат Бакаевич, пройдите к трибуне, вам предоставляется право заключительной речи. Уважаемые судьи Конституционного суда Кыргызской Республики, прежде чем высказаться своей заключительной речью, я бы хотел у вас попросить разрешения зачитать обращение Даут-Алиевой. Разрешите? Да, или... разрешаю. В Конституционный суд от Даут-Алиевой. Уважаемые судьи Конституционного суда, участники процесса, я вынужден обратиться с заявлением в связи с тем, что не смогла лично присутствовать на заседании из-за болезни ребенка. Вот уже на протяжении 13 лет я подвергаюсь пыткам. Весь период времени я доказываю свою невиновность на следствии и судах. У меня на руках имеются решения Верховного суда по гражданскому судопроизводству, имеются решения судов о проверке законности прекращения уголовного дела, постановление следователя ГСО МВД Мусаева. Несмотря на решение высшего судебного органа, прокуроры, помощники прокуроров нарушили ряд законов Кыргызской Республики, а самое главное, были нарушены мои конституционные права как гражданина Кыргызской Республики и лишили меня права на судебную защиту. В Конституции Кыргызской Республики четко прописано, часть 1 статьи 98, Верховный суд Кыргызской Республики является высшим органом судебной власти. Однако прокурор в интересах одного заявителя принимает однобокое решение, несмотря на наличие неотмененных судебных актов. Надзирающий орган, не сохраняя объективность рассмотрения дела, не изучая в полной мере, злоупотребляя должностными полномочиями, неоднократно выносит незаконные постановления об отмене постановлений следователей 18 раз, о прекращении уголовного дела в связи с имеющимися судебными актами. Я ни разу не была приглашена для дачи своих показаний в органы прокуратуры. Сотрудники надзорного органа намеренно игнорируют постановление Верховного суда Кыргызской Республики. Свою оценку об этом вопиющем факте скажут мои адвокаты, ссылаясь на Конституцию и законы Кыргызской Республики. Я, как гражданин Кыргызской Республики, предоставила все судебные акты в следственные органы для обозрения и принятия законного решения. Я была уверена, что гарантированно пользуюсь главным законом, правом на судебную защиту, где предусмотрен контроль над исполнением. Я дипломированный врач. В настоящее время не работаю и не могу работать, так как все эти годы моя социальная жизнь в полной мере зависит от следователей, прокуроров, судов. В настоящее время у меня нет гарантии на реализацию права на судебную защиту от незаконных действий и произвола правоохранительных органов, надзорных органов. В действиях последних я усматриваю посягательство на власть, которым обладает только суд, что является совершенно недопустимым с точки зрения конституционных принципов о порядке построения в Кыргызской Республике системы органов государственной власти и правового статуса судебной власти. Следственные надзорные органы, используя свое положение, взяли на себя функцию третьей ветви власти, злостно проигнорировали решение Верховного суда, где четко прописано, что решение Верховного суда законное, обоснованное и обжалованию не подлежит. Вместе с тем, в соответствии с требованиями части 1 статьи 421 УПК Кыргызской Республики, вступивший в законную силу приговор постановления о продлении суда, обязательно для всех органов государственной власти, должностных, физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Кыргызской Республики. В своем обращении я хочу обратить внимание на открытый дерзкий беспредел, где органы дознания, надзорные органы взяли на себя функции суда. Одним росчерком пера они своим постановлением отменили все решения и постановления Верховного суда Кыргызской Республики. Я, как гражданин Кыргызской Республики, считаю, что каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, предусмотренных Конституцией, законами, международными договорами, участницей которых является Кыргызстан, общепризнанными принципами и нормами международного права. Меня этих норм сегодня лишили. С уважением, Даут-Алиева. Разрешите к материалам суда приложены. Уважаемый председательствующий, уважаемые судьи Конституционного суда Кыргызской Республики, уважаемые представители сторон и все присутствующие. Наша позиция уже была высказана, я не хочу повторяться, но я хотел бы остановиться на таких моментах, которые, считаю, нельзя
не сказать в своей заключительной части. Вся проблема, которую лично я вижу в этом, это то, что функцию у Конституционного суда о рассмотрении правоприменительной практикой законодатель исключил. За свою 22-летнюю практику только адвокатской деятельности сейчас очень много обращений к нам именно по тем моментам, когда сплошь и рядом нарушаются конституционные нормы. Но мы не можем обратиться в Конституционный суд, потому что, по сути, законы более-менее прописаны нормально. И очень сложно обратиться в Конституционный суд, ссылаясь на коллизии норм. В этой связи я хотел бы напомнить, оно практически стало крылатым выражением, как-то высказанная фраза представителем Конституционного суда «сбитость ориентиров». Сбитость ориентиров, она сейчас повсюду. И сегодня здесь, на этой трибуне, тоже прозвучали несколько противоречивые ответы на вопросы. С одной стороны, нормы имеют юридическую силу, а с другой стороны, они могут отменяться. Мы считаем, что это неприемлемо. На данный момент, в данной ситуации, мы считаем, что нужно исходить из части 1 статьи 23 Конституции Кыргызской Республики, которая говорит о том, что права и свободы человека, будучи высшими ценностями, определяют смысл и содержание деятельности всех государственных органов. Мы не видим сейчас иного пути, как изменить, конкретизировать какую-то норму, если она создает коллизию, если она создает прецеденты нарушения конституционных прав граждан. Поэтому, подытоживая, мы еще раз просим объективно подойти к нашему ходатайству и вынести объективное законное решение. Мы считаем, что в данной ситуации нужно признать эту норму неконституционной именно в части того, что в ней не оговаривается процедура отмены постановления о прекращении уголовных дел в полномочиях прокуратуры при наличии судебных актов, которые вступили уже в законную силу. У меня все, спасибо. Присаживайтесь. Сембаев Саматбек Айтбаевич, вам предоставляется право заключительной речи. Уважаемый суд, уважаемые стороны и третьи лица, я считаю, что мы, обозначив эту проблему, правильно обратились в Конституционный суд в будущем, чтобы с надеждой, что вот эта коллизия норм устранится. Прокурору в редакции данной статьи даны такие неограниченные полномочия. Вы, наверное, убедились, что при наличии судебных актах, которым дана оценка проверки, и это дана юридическая оценка, прокурор может вот так поступить. Мы не можем уповать на добросовестность и недобросовестность. Мы должны нормы Уголовно-процессуального кодекса должны исключить всякую субъективность или предвзятость любого должностного лица. У меня все. Присаживайтесь. Сранов Самат Хаштубекович, вам предоставляется право заключительной речи. В соответствии со статьей 105 Конституции Кыргызской Республики надзор за точным и единообразным исполнением законов и нормативных актов осуществляется прокуратурой Кыргызской Республики. Органы прокуратуры осуществляют уголовное преследование и участвуют в судебном разбирательстве, осуществляют надзор за исполнением судебных решений и иные полномочия, предусмотренные Конституционным законом. Также в соответствии со статьей 36 Конституционного закона Кыргызской Республики о прокуратуре Кыргызской Республики осуществляет надзор за законностью следствия и дознания. Прокурор вправе выполнять иные полномочия, установленные уголовно-процессуальным законодательством Кыргызской Республики. Прокурор с использованием правовых средств в надзоре в пределах, предусмотренным законом, обязан обеспечить законность в ходе дополнительного расследования после возобновления следствия. Нормативным правоактом, который определяет порядок и реализацию задач правосудия, является Уголовно-процессуальный кодекс Республики, одним из принципов которого является верховенство права, законности, а также справедливое судебное разбирательство и правильное применение уголовного закона.
Поскольку в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, конституционные законы и другие нормативные правовые акты принимаются на основе Конституции. Учитывая, что в уголовном процессуальном законодательстве регламентирован порядок обязательного исполнения судебных актов, а также порядок их обжалования, считаем, что пункт 11 части 1 статьи 35 и часть 1 статьи 260 Уголовного процессуального кодекса Республики не противоречит части 4 статьи 100 и части 1 статьи 101 Конституции Республики. И просим ходатайство Дот Алиевой, представителя Султана Алиева Усенбаева о признании конституционной противоречия часть 1, 11, часть 1 статьи 35, часть 1 статьи 260 Уголовного процессуального кодекса Республики, части 4 100 статьи 100, часть 1 статьи 101 Конституции Республики оставить без удовлетворения. Присаживайтесь. Уважаемые участники судебного заседания, на этом рассмотрение дела по обращению Султана Алиева и Усенбаева в интересах Дот Алиевой Аллы Аликовны о проверке конституционности пункта 11 части 1 статьи 35, части 1 статьи 260 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики считается оконченным. Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения решения. Прошу всех встать.